Несколько дней назад в Жогорку Кеңеше было предложено об уменьшении пенсий генералам и прекращении надбавки. Было озвучено то, что их пенсии выше, чем у врачей и учителей, но при этом ветераны не платили денег в социальный фонд. Сегодня ветераны собрались, чтобы выразить протест против такой инициативы. Среди недовольных были и ветераны Баткенской войны. Они выразили мнение, что урезать пенсии тем, кто потерял здоровье, неправильно. В 99 году сами знаете, что много бойцов погибли во время баткенских событий. Причина в том, что ранее до этих событий миротворцы были выведены из страны. В 2006 году Ахылбек Джапаров возглавлял Минфин. И именно по его инициативе было принято решение убрать нам статус. Премьер-министр подписал это. На тот момент правительство возглавлял Феликс Хулов. На протяжении 25 лет никто ничего не говорил, не возмущался. Теперь мы не будем сидеть просто так. Мы не требуем золота или что-то еще. Мы хотим, чтобы нам вернули статус. Между тем, инициатор Ахылбек Джапаров приехал на встречу с недовольными ветеранами правоохранительных органов и поделился своим мнением. В своем выступлении Джапаров пояснил, что на последнем заседании парламентского комитета по бюджету и финансам депутаты обсудили проект бюджета социального фонда на 2020-2022 годы. По его словам, на пенсии сотрудников правоохранительных органов выделено 3 миллиарда 700 сомов, и что во время экономического кризиса нужно экономить. Я сегодня поговорил с руководителями. Думаю, нашли общий язык, и на этом основании будем теперь решать вопросы на государственном уровне. Потому что, по моему личному мнению, экономика страны сейчас в плачевном положении. Даже хуже, чем было в 90-х. На данный момент многие организации закрылись из-за пандемии. Когда откроются, как откроются – это другой вопрос. Есть такое вероятие, что 50% возможно не откроются. Население от этого пострадает, естественно. Особенно пенсионеры и те, кто получают пособия. А для того, чтобы поднять экономику, нужно поднимать пенсии и пособия. Экономить на пенсии – самый примитивный и негосударственный способ. Чтобы сократить дефицит бюджета социального фонда, нужно искать новые источники финансирования, а не брать деньги у пенсионеров, отметил генерал в отставке Талант Разаков. По его словам, все граждане, независимо от профессии, должны иметь достойную пенсию, а обсуждаемая в соцсетях пенсия ветеранов 100 тысяч сомов не соответствует действительности. Я понимаю это как воровство. Кто будет завтра защищать родину? Разве Джапаров? Итак, по сравнению, допустим, с Россией, мы получаем в 4-5 раз меньше. По сравнению с соседним Казахстаном, получаем в 4 раза меньше. Мы на протяжении многих лет отмалчивались, потому что относились с пониманием. Стоит отметить, согласно законодательству, служившие и вышедшие на пенсию в горных местностях бывшие военные получают больше, чем другие. Однако известно, что многие из них переехали жить в столицу из-за климатических условий. При этом не меняют адрес проживания, то есть регистрацию. Азамат Кенжешев, Халас Сакибаев, Нью ТВ.